Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 36 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 12 копеек. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 73,12. Продает также Солидбанк за 73 рубля 60 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 82 рубля 90 копеек. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 83,39. Благодаря дальневосточной ипотеке 5800 якутян смогли значительно улучшить жилищные условия. Наш регион сейчас на втором месте в Дальневосточном федеральном округе, где люди пользуются этой программой. С момента ее старта уже заключено договоров на более 24 миллиардов. По словам главы Минвосток развития Алексея Чекункова, за 11 месяцев этого года в ДФО ввели в эксплуатацию порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. В следующем году эта цифра приблизится к 3 миллионам. Кроме того, во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин отметил, что благодаря льготным условиям по ипотеке многие семьи сегодня связывают свою жизнь с Дальним Востоком. В Якутске подвели итоги реализации федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография» по линии WorldSkills. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по занятости населения, Министерства образования и науки, Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills и других организаций. В ходе работы было отмечено, что за период реализации проекта была организована работа 21 центра обучения, а также реализована и представлена для записи более 140 образовательных программ по 50 компетенциям. Для нас итогами для транспортного техникума мы находимся в поселке Нижний Бестях, Мегин-Кангаласского улуса. Нам удалось в этом году по проекту содействия занятости обучить 141 человек по 2 программам. Это курс охрана труда и курс экспедитор грузов. Для нас это хорошие объемы. Это возможность выйти напрямую на разные категории населения, граждан и предложить им актуальные курсы. В Национальном медицинском центре Якутска отмечается один из лучших показателей вакцинации против ковида. На сегодняшний день привились 48 695 человек. Это составляет 74% взрослого населения. Из них 45 тысяч человек получили 2 компонента вакцины. В основном они предпочли препарат Гамковид. А те, которые проходят ревакцинацию, получают спутник Лайт. За день прививается около 200 жителей столицы. Большинство из них – люди среднего возраста. В медцентре прививочный кабинет работает с 8 часов утра до конца рабочего дня. Тем, кто не может подойти лично, работает мобильная бригада медиков. В день приходит к нам 200 человек примерно. Из них 20 на ревакцинацию. В основном средний возраст приходят и в последнее время пожилых, пожилые тоже приходят. В основном получает спутник Ви, Гамковид ВАК, на ревакцинацию идет спутник Лайт. Всем порекомендовала бы, чтобы все получили вакцинацию, те, которые хроническими заболеваниями, чтобы осложнений не было. В Якутии отменили требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышением количества показателей вакцинации взрослого населения. Ну а более подробно расскажет Надежда Саханская. Она сейчас находится в одном из торговых центров столицы республики, и она выходит с нами на связь. Надежда, приветствую. Скажи, какое настроение у предпринимателей?
Добрый день, коллеги. Ну, действительно, в связи с новым указом главы теперь проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляется при половине заполняемости зрительного зала. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания изменился, и теперь там работают до часу ночи. Ну, а более подробно о настроении предпринимателей мы поговорим с директором ювелирной сети Леной Федотовой. Мы прямо сейчас находимся в торговом центре, куда, к слову, пускают без QR-кодов. Лена Петровна, добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот в связи с тем, что появилась такая тенденция введения QR-кодов, отмечалось, что во многих торговых центрах упала проходимость. Повлияло ли это как-то на прибыль? Или после такого нововведения к вам стали действительно приходить за конкретной покупкой, а не просто посмотреть? Несомненно, конечно, очень сильно повлияло и на продажи, и вообще, когда для нас каждый посетитель нашего ювелирного салона – это наш гость, да? Он желанен, мы всех их ожидаем. И проблема в чем? Бывают ведь зачастую такие ситуации, когда человек вот сегодня приходит просто посмотреть, эстетически насладиться, пообщаться с продавцами, а на следующий день он придет и купит, да, изделие. То есть это нельзя говорить о том, что у нас какой-то целевой поток пошел, да, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияло, и мы видим это по цифрам. И в целом по бизнесу, по отрасли, конечно, она в кризисе. Скажите, а вот с введением этой системы, может быть, начали больше подниматься продажи через интернет-магазины? Или все-таки такой формат торговли, как ювелирные изделия, подразумевает под собой очную встречу продавец и покупатель? Да, я понимаю, что сейчас такой век цифровизации, да, и развития интернет-продаж. К сожалению, ювелирную сферу я бы отнесла все-таки к консервативным отраслям, когда человеку важно увидеть, померить, потрогать, очень подойти осознанно к покупке. Поэтому мы, конечно, делаем все возможное для того, чтобы развивать интернет-продажи, но, к сожалению, это никак не может сравниться с реальными офлайн-продажами, конечно. Скажите, а вот для какой сферы предпринимательства, помимо ювелирных изделий, вот такие нововведения очень тяжело сказались? Ну, наверное, логически можно предположить, что это затронуло все сферы, да? Но в первую очередь, возможно, это туризм, это сфера развлечений, это общепит, ну и, конечно, торговля, особенно непродовольственными товарами, не первой необходимости. Мы очень сильно это ощущаем на себе. Как вы считаете, готовы ли сейчас в целом предприниматели к тому, что появится такая возможность, что после новогодних праздников может быть, снова введут ограничительные меры, нерабочие дни с сохранением заработной платы, QR-кодовая система или что-то в этом духе? Очень не хотелось бы. Я уверена, что ни одному предпринимателю этого не хотелось. Почему? Потому что, вы знаете, с каждым новым введенным ограничением или локдауном предприятие все глубже погружается вот в эту вот пучину проблем и кризисных каких-то состояний, и все сложнее становится из нее выкарабкаться, скажем так. Да? Мы сейчас все находимся в таком режиме выживания, скажем так, да, в любой сфере бизнеса. И поэтому все эти ограничения, они очень сильно влияют, с каждым разом все сильнее и сильнее. И что самое немаловажное, это то, что, к примеру, тот локдаун, который случился в ноябре, прямо перед тем, как его ввести, например, сфера торговли была исключена из сфер пострадавших отраслей. Но это, я считаю, что совершенно нелогично и непонятно, чем вообще продиктовано. И в завершение нашей с вами беседы скажите, как вы считаете, российский бизнес лучше преодолевает все эти меры, связанные с пандемией, чем зарубежный? Или здесь совершенно другая история? Ну, я, к сожалению, не работаю в заграничной сфере бизнеса, но из-за разговора с нашими партнерами, к примеру, да, я могу сказать, что в любой стране, в любой политике есть и сильные стороны, и слабые, есть и плюсы, и минусы. Да, наша страна и наше руководство нашей страны, да, предполагает какие-то меры поддержки, но я считаю, что они недостаточны. И не могу сказать, что Россия, в плане, например, ювелирного бизнеса легко преодолевает этот кризис, потому что даже посмотреть в целом на состояние отрасли в стране, да, это очень большой кризис, очень много предприятий закрылось. Мы это чувствуем по нашим поставщикам, к примеру, и по производителям.
Благодарю вас, Лена Петровна. Ну а я отмечу, что в предновогоднюю пору такое введение отмены кодов в торговых центрах сказывается очень кстати в плане всяких новогодних покупок. Тем не менее, жителям и гостям нашей республики не стоит забывать о обычных мерах профилактики коронавируса. Это, разумеется, ношение масок и вакцинация. Более подробно о системе отмены QR-кодов в торговых центрах мы уже расскажем в вечерних выпусках новостей. Ну а на этом у меня пока вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Надя, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Надежда Саханская. Всего 1,5 месяца в Якутии и уже ощущение полного комфорта в рабочей атмосфере. В республику продолжают прибывать врачи из различных регионов России и даже из других стран. Так, в столице республики появился новый врач-офтальмолог. На встрече со специалистом побывали наши коллеги. Надежда Николаевна, здравствуйте. Меня зовут доктор Стефан. Я буду вашим лечащим врачом. Мы сейчас посмотрим ваши глазки и решим, что будем делать дальше. Ставьте, пожалуйста, подбородочек. Посещать врача-окулиста нужно регулярно. Это позволит заметить симптомы начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Эксперты отмечают, что не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Так, в Якутской офтальмологической больнице теперь работу с пациентами проводит новый специалист с достаточно интересной биографией. Стефан Георгиев – этнический серб, и в нашей республике он оказался по нетривиальной причине. Мне был очень интересен формат выездных командировок. Ну, то есть, в принципе, выезды в УУСы, где остаешься сам один на один с проблемами и со сложными пациентами. Это достаточно интересный формат. В целом, учитывая свое происхождение, Стефан считает себя русским, так как основной период его сознательной жизни прошел в Москве. Вот уже 9 лет он трудится в сфере медицины, и новой ступенью в его карьере стала работа в нашей республике. Меня шокировали, конечно, якутские морозы, но я к ним был готов, в принципе, так что пока справляемся, так скажем. Молодой специалист для Якутии – не только обновление кадрового состава больницы, но и вклад в науку нашего времени. Я думаю, что это для него будет большим интересным подспорьем в будущем, потому что он здесь обретет те навыки, которые необходимы для будущего аспиранта. Он соберет научную базу, и для нас это очень важно, потому что научные данные из Якутии в условиях крайнего севера будут озвучены в его диссертации, над которой он сейчас работает. Стоит отметить, что многие сходятся во мнении и считают представителей сферы медицины циниками, однако Стефан с этим не согласен. По его словам, врач должен совмещать в себе сразу несколько ипостасей. Ну, вы знаете, здесь скорее не цинизм. Я думаю, что здесь все-таки должен быть грамотный такой психологический подход. То есть пациент должен быть готов к тому, чтобы услышать такой диагноз. И всегда нужно понимать, кто готов сейчас это услышать, а кто нет. Иногда не стоит сразу сказать пациенту, что он потеряет зрение в ближайшее время. Хотя такие ситуации бывают. Благодаря такому обмену опытом возрастает уровень не только республиканской, но и российской медицины. Развитие исследовательских программ, обновление научной базы – все это еще одно дополнение в рамках Года здоровья в республике. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Средняя общеобразовательная школа номер 2 Нерюнгринского района присоединилась к единому дню открытия пространств цифровой образовательной среды в республике. Наш корреспондент Ирина Кичигина расскажет подробнее. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования в этом году в среднюю общеобразовательную школу номер 2 было закуплено оборудование, позволяющее повысить эффективность и качество образования благодаря новым современным цифровым технологиям. О том, как изменилась материальная база, нам расскажет заместитель директора по учебной воспитательной работе школы номер 2 Ирина Терпугова. Ирина, здравствуйте. Расскажите, как повлияет изменение материально-технической базы на работу и образовательный процесс? Безусловно, повлияет.
Ну, надо сказать вначале, что 2022 год – это особенный год в истории нашей школы. Мы отмечаем 25 лет своего открытия и 250-летие со дня рождения Максима Кировича Амосова, чье имя носит наше образовательное учреждение. Безусловно, укрепление материально-технической базы, комплектом оборудования, в составе которого многофункциональное устройство, 33 ноутбука на общую сумму 1 800 000, безусловно, будет способствовать нашему развитию. Для чего? Ну, во-первых, мы сможем использовать это оборудование в условиях урочной деятельности. Также в условиях внеурочной деятельности, в том числе для развития нашего такого проекта, как робототехника. Ну и очень важное место, я думаю, займет это оборудование в процессе реализации программ профессионального обучения, которые мы осуществляем на территории нашей школы. И мы будем использовать оборудование для коммуникации с образовательными организациями профессионального обучения, которые находятся в районе в нашем, но и также в республике на территории Дальневосточного федерального округа. Спасибо. Теперь все участники образовательного процесса смогут пользоваться новым оборудованием, что, конечно же, повлияет на интерес и школьников, и учителей к образовательному процессу. В Якутии продолжают внедрять программу междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». Она направлена на выявление, поддержку и развитие одаренности детей. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Кристина, здравствуй. Я сейчас нахожусь в Мархинской средней общеобразовательной школе номер 1, где прямо сейчас идет урок междисциплинарного обучения под названием «Одаренный ребенок». Данная программа разработана ведущим научным сотрудником Института Российской академии образования Натальей Шумаковой, внедряется в учебные заведения учреждения республики с апреля текущего года. В данный момент данные занятия ведутся в 6 школах в разных районах и в городе Якутске. Проект направлен на создание эффективной и результативной модели образовательной среды, обеспечивающей выявление, поддержку и развитие одаренности каждого ученика в начальных классах. Занятия ведутся по 2 часа в рамках уроков и 2 часа в рамках внеаудиторной деятельности. Подробнее о программе «Одаренный ребенок» нам рассказала Юлия Антонова, куратор проекта, кандидат педагогических наук. Предлагаю послушать. Данная программа, значит, автор Шумакова Наталья Борисовна, она доктор психологических наук, профессор Института психологии, город Москва. И суть данной программы в том, чтобы развивать каждого ребенка. То есть у каждого ребенка есть талант, он одарен в чем-либо. И вот суть данной программы — развивать одаренность каждого ребенка. Обучаясь по данной программе, ребенок внедряется в междисциплинарное направление, углубляясь отдельно по различным предметам, наукам, направлениям, будь то музыка, будь то спорт. И по этому направлению ребенок открывает свои таланты. Да? Происходит такой интересный во время, значит, технологии междисциплинарного обучения у нас происходит какое-то вот волшебство, когда ребенок полностью раскрывается, когда он умеет уже высказывать свое мнение, когда начинает анализировать. Вот здесь вот происходит основная фишка программы и основной фокус программы, скажем так, да, волшебство. И тут ребенок меняется полностью на 180 градусов. И, конечно же, данная технология очень зависит от мастерства учителя. Да? Именно по данной технологии мы сейчас начинаем обучать наших учителей. И в данную программу у нас включены 6 общеобразовательных школ республики. Это вот 2 городские школы: Мархинская СОЖ номер 1, школа номер 32, Бердигистяхская СОЖ имени Семена Данилова, так, значит, Атамайская СОЖ, это, значит, школа Бескёль, да, деревня Бескёль, Вилюйская СОЖ номер 3, Амгинский лицей. Очень отрадно, что в данный проект внедрили мы наших студентов. Вилюйский педагогический колледж обучает по данной технологии учителей начальных классов, чтобы учителя уже были подготовлены к данному технологии. Также мы, значит, еженедельно проводим семинары по ВКС, конференции с учителями город Москва, созвездие под руководством Шумаковой Натальи Борисовны, доктора психологических наук, профессора Института РАО.
Ну и в завершение я добавлю, что этой программой уже интересуются другие школы, образовательные учреждения. И планируется, что в 2022 году к ней эту программу будут использовать и другие школы. На этом у меня все. Подробнее о данной программе смотрите в вечерних выпусках новостей. Передаю слово студии. Стоимость проезда на общественном транспорте столицы региона с 1 января повысится. Оплата за наличные расчеты и банковскими картами составит 33 рубля. По транспортным и виртуальным картам проезд будет стоить 28 рублей, по карте «Спутник» – 26 рублей. Цены по проездным билетам также повысятся. В результате средний тариф составит 25 рублей 30 копеек. Новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам будут действовать и в Нерюнгринском районе, и также с 2022 года. В основном это коснется пригородного сообщения. Так, к примеру, маршрут из Нерюнгри до нового аэропорта поселка Чульман будет стоить 160 рублей. Более подробно о тарифах расскажем в следующих выпусках. В огне погиб ребенок. Сегодня утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Дорожная в городе Мирный. Огнеборцы были на месте через 6 минут. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля. В одной квартире было обнаружено тело ребенка 2014 года рождения. Пожар ликвидирован. Огнем повреждена кровля дома по всей площади и квартира на площади 35 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение было привлечено 3 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава МЧС России. Еще один пожар в многоквартирном доме унес жизни 3 человек в поселке Светлый Мирнинского района. Огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе 4 ребенка. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава из числа Государственной противопожарной службы республики и МЧС России. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Мирнинским межрайонным следственным отделом СУИСК России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в квартире жилого многоквартирного дома поселка Светлый тел 3 человек. На место происшествия выехала следственная оперативная группа в составе старшего следователя Мирнинского межрайонного следственного отдела сотрудников полиции. Следователям Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, осуществлены опросы, иные неотложные мероприятия. С места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что жертвами пожара стали 49-летняя женщина и 55-летний мужчина. Личность 3-го погибшего в настоящее время устанавливается. В рамках процессуальной проверки назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Проверку по факту пожара проводит и прокуратура республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Сотрудникам экстренной службы удалось в кратчайшие сроки устранить пожар, информация о котором поступила минувшей ночью. В ходе аварии никто не пострадал. В связи с происшествием глава Республики Бурятия Алексей Циденов ввел чрезвычайный режим в регионе. Также был открыт оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. По информации администрации Улан-Удэ, в данный момент без горячей воды остаются 1328 многоквартирных жилых домов. Еще в 2 отключено отопление. Отмечается, что теплоснабжение уже подано температурный режим, восстанавливается в батареях постепенно. В оперштабе также сообщили, что для граждан развернуто 10 пунктов временного размещения на базе гостиниц. 23 декабря в 3 часа 32 минуты на центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о задымлении в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 города Улан-Удэ. Организованно реагировали пожарно-спасательных подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара номер 4.
Через 7 минут с момента сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Благодаря оперативным и профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать и в дальнейшем ликвидировать возгорание на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ. Пострадавших и травмированных среди персонала личного состава подразделений нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Пожар повлиял на функционирование ТЭЦ-1, введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения. Проводятся работы по скорейшему восстановлению работоспособности объекта. Проверка состояния внутридомовых систем отопления прошла в Улан-Удэ в рамках ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. В ведомстве заверили, что за параметрами отопления постоянно следят все управляющие компании города. Кроме того, часть домов начали приводить на теплоснабжение от ТЭЦ-2. Отмечается, что данное решение поможет вывести из зоны риска более 117 зданий. Жительница Якутска обвиняется в мошенничестве на сумму более 35 миллионов рублей. Мошенница, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства под предлогом продажи земельных участков и квартир на территории города Якутска, убеждала граждан в необходимости передачи ей денежных средств. Для придания убедительности своим преступным действиям она выдавала потерпевшим расписки о получении денег. Всего таким образом похищены денежные средства у 80 граждан. Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении 80 эпизодов мошенничества, совершенного в значительном, крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, обвиняемая, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом продажи земельных участков и квартир на территории города Якутска, убеждала граждан в необходимости передачи ей денежных средств. Для придания убедительности своим преступным действиям она выдавала потерпевшим расписки о получении денег. Всего таким образом похищены денежные средства у 80 граждан на общую сумму более 35 миллионов рублей, которые обвиняемые использованы на личные нужды. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. В целом, по итогам 11 месяцев этого года в столице региона зарегистрирован 1221 случай мошенничества. Это на 27% больше, чем за весь прошлый год. Какие виды мошенничества особенно распространены и как обезопасить себя, в теме разбирался Евгений Тайтонов. По словам сотрудников правоохранительных органов, структура преступности за последние 5 лет изменилась, и в нашей жизни прочно укоренилось мобильное мошенничество. Если раньше по Якутску к этой категории относилось каждое 5-е преступление, то в этом году уже каждое 3-е. За 11 месяцев уходящего года было зарегистрировано 517 случаев кражи денежных средств с банковских карт, что на 27% больше, чем за весь прошлый год. Мне позвонили с неизвестного номера Московской области, представились сотрудниками безопасности банка, сказали, что на мое имя оформлен кредит, одобрен на крупную сумму. Указанные виды преступлений раскрывать очень сложно, потому что в основном преступники у нас проживают за пределами Республики Саха-Якутия. У нас в управлении создано специальное подразделение, в том числе и в Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия создано специальное подразделение, которое непосредственно занимается раскрытием и расследованием указанных видов преступлений. Помимо мобильных мошенников, в последние годы судьбой в античной песне на сцену входят преступники в сфере информационно-технических телекоммуникаций. Лжеброкерские агентства, инвестиционные проекты обещают высокий и быстрый доход. Как итог, граждане остаются без прибыли и в долгах. За весь прошлый год был зарегистрирован 531 случай, а за неполный 2021 год уже 890. Рост составил 67,5%. Мужчина позвонил и предложил мне вступить в брокерскую компанию Пинеда Интернешнл для торговли на бирже акциями и золотом и криптовалютой. Я согласилась, он сказал надо активировать депозит на 15 тысяч. Люди, желая обогатиться, вкладывают свои сбережения, получают опять-таки кредиты, вкладывают в эти инвестиции, в итоге они не получают ни своих денег, ни прибыли.
Третий вид мошенничества – это, естественно, же объявление. В любом случае продавец, вы, либо же покупатель того или иного товара, вы можете попасть под уловки мошенников. Просто по одной простой причине. Абонент на том конце провода требует у вас номера банковских счетов. И человек, желая быстро приобрести, либо же быстро продать свое имущество, он автоматически перечисляет все цифры. Также среди мошенников популярен метод взлома социальных сетей. Они выкладывают посты с чужих аккаунтов с просьбой перечислить деньги на операцию больному родственнику. В таких случаях лучше созвониться с владельцем аккаунта и удостовериться в сложившейся ситуации. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. Космический телескоп Уэбб позволит разгадать новые тайны Вселенной. Однако его запуск отложили предварительно до Рождества по причине плохой погоды. По словам астрофизика НАСА Тома Грина, аппарат позволит ответить на фундаментальные вопросы. Откуда мы пришли и есть ли еще кто-то кроме нас во Вселенной? Подробности далее. Старт космического телескопа Джеймс Уэбб по уточненному графику назначен на день Рождества, 25 декабря. Он должен произойти с космодрома Куру во французской Гвиане. Если все пойдет по плану, научный комплекс, разработанный в основном корпорацией Northrop Grumman стоимостью $9 миллиардов, отделится от европейской ракеты-носителя Ариан-5 через 26 минут полета. Спустя месяц он должен выйти на солнечную орбиту на высоте 1 600 000 километров над поверхностью Земли. Джеймс Уэбб сможет заглянуть гораздо глубже во Вселенную, чем его предшественник Хаббл. Это станет возможным благодаря уникальному зеркалу, состоящему из 18 фрагментов, позволяющему вести наблюдение в основном в инфракрасном диапазоне. Хаббл работает в оптическом и ультрафиолетовом. Астрофизик НАСА Том Грин рассказывает о некоторых задачах, которые предстоит решать телескопу. Наблюдая в инфракрасном диапазоне, он увидит молекулы вокруг молодых звезд, которые только формируются. Мы узнаем, какие строительные кубики, важные для жизни, внедрены в их зарождающиеся солнечные системы. Благодаря Уэббу астрономам станут доступны прежде неизведанные уголки космоса, где находятся объекты, сформировавшиеся через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Сам он произошел, по ныне существующим представлениям, почти 14 миллиардов лет назад. Думаю, что это станет огромным шагом вперед не только для меня, но и для всей астрофизики. Он даст нам возможность ответить на важнейшие вопросы о том, откуда мы пришли, что еще есть там, одни мы или нет. Приборы Уэбба идеальны для поиска небесных тел с атмосферой, в которых способна развиваться жизнь. Речь идет о недавно обнаруженных экзопланетах. В поле зрения телескопа окажутся и близкие к Земле планеты Солнечной системы, такие как Марс и Сатурн с его ледяным спутником Титаном. Герцогиня Кембриджская рассказала о королевском концерте рождественских песнопений. Она впервые подготовила Вестминстерское аббатство к королевскому концерту рождественских песнопений и лично организовала все торжество. Сегодня, в канун Рождества, состоится трансляция ежегодного праздничного концерта. Подробности у Анастасии Дмитриевой. Герцогиня Кембриджская Кэтрин поблагодарила тех удивительных людей, которые поддерживали свои общины в трудные времена. Теплые слова героям эпохи пандемии она произнесла в специальном видеообращении, опубликованном в преддверии трансляции службы песнопений. Концерт под названием «Королевские гимны вместе на Рождество» состоялся 8 декабря, но в эфире его покажет телеканал ITV в сочельник в пятницу в 19:30 по местному времени. Праздничное представление призвано отметить заслуги людей, которые заботятся об окружающих. Номинантов выдвинули общественные организации и благотворительные фонды. Выступая из Вестминстерского аббатства, 39-летняя супруга принца Уильяма выразила свое уважение тем, чья борьба, возможно, была менее заметной. Мы пережили очень мрачное время. Мы столкнулись с таким количеством проблем. Мы потеряли наших близких. Мы видели, как работники на передовой выдерживали огромные нагрузки. Мы были эмоционально и социально дистанцированы. Но я полагаю, что благодаря этой разлуке мы поняли, как сильно нуждаемся друг в друге и как проявление доброты и любви действительно могут принести нам утешение и облегчение.
Обращение было записано во время визита герцогини в аббатство, чтобы помочь с подготовкой к мероприятию. Кэтрин сама украшала рождественские ели, присланные королевой Елизаветой II из Виндзорского большого парка. Ее Величество не смогла принять участие в мероприятии по состоянию здоровья. Ближний Восток не остался в стороне от предновогодней суеты. Улицы египетских и иорданских городов превратились в рождественские ярмарки. В Иерусалиме Санта-Клаус на верблюде раздавал елки. И только в Ливане атмосфера праздника не ощущается из-за череды экономических спадов. Людям не на что покупать подарки и праздничные сувениры. А улицы из-за энергетического кризиса стоят темными. Гигантская рождественская ярмарка превратила Фухейс в главный туристический центр Иордании. Продавцы наряжались Санта-Клаусами и освещали гирляндами свои рестораны и киоски, приводя в восторг иорданцев, приехавших в город к западу от столицы Аммана. Многие владельцы магазинов описали этот сезон как пиковый для них. Подобные мероприятия в Фухейсе помогают жителям города и способствуют развитию местной экономики. Этот месяц действительно важен для нас, и это уникальное время для всех. А вот на торговой улице ливанской столицы Бейрута игрушечные Санта-Клаусы, одетые в красное, ждут, когда их купят, но за 2 дня до сочельника за ними так никто и не пришел. Главная елка в цветах ливанского флага не сияла огнями. Кварталы, которые когда-то сверкали от иллюминации, остаются темными из-за энергокризиса. А в магазинах нет покупателей после того, как многочисленные экономические коллапсы в Ливане повлияли на благосостояние и настроение людей. Ситуацию в стране Всемирный банк назвал одной из худших в современной истории. За финансовым кризисом последовала пандемия COVID-19 и мощный взрыв в порту Бейрута. Ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, а вклады были заморожены в парализованной банковской системе. После 21 года ведения бизнеса в этом районе Рамзи Файсал сказал, что никогда раньше не видел подобного. Каждый год люди поодиночке и компаниями приходили на эту улицу и праздновали, но в этом никто не появился. Раньше улица была вся освещена, и магазины были вынуждены работать до 10 или 11 вечера. Теперь ничего такого нет. Поднять людям настроение, омраченное распространением омикрона, в среду пытался Иса Кассисье, палестинский христианин, также известный как Иерусалимский Санта. Он верит, что новый вариант коронавируса не испортит еще один праздничный сезон на Святой Земле. Кассисье въехал на верблюде в старый город и раздал рождественские елки ликующей толпе. Он занимается этим уже несколько лет. Цветы и деревья ему предоставляет муниципалитет города, священного как для евреев и мусульман, так и для христиан. Но в этом году из-за COVID-19 у древних стен собралось не так много людей, как обычно. В декабре Израиль закрыл въезд иностранным путешественникам на 14 дней, чтобы попытаться предотвратить распространение нового штамма. Взбодрить местных жителей в период пандемии попытались также египетские торговцы. И не без успеха. Рождество было шансом сказать людям: мы здесь, приходите, смотрите и получайте удовольствие. Давайте выйдем из атмосферы коронавируса и снова будем усердно работать. Главные улицы Каира за несколько дней до Рождества заполонили люди. Выйти из домов их побудили многочисленные елки, статуи Санта-Клаусов, сувенирные магазины и гирлянды, которые растянулись по проспектам вдоль площадей и торговых центров. Британский певец Эд Ширан и блогеры Led Baby под Рождество объединили усилия в борьбе с нищетой в стране и пополнили запасы продовольственного банка графства Саффолк на востоке Англии. Ради сбора средств на благие дела певцы также исполнили рождественскую версию хита Led Baby «Я люблю рулетики из сосисок», переделав название на «Рулетики из сосисок для всех». Претенденты на звание рождественского сингла номер 1 в Великобритании Эд Ширан и Led Baby во вторник протянули руку помощи продовольственному банку в Саффолке на востоке Англии. Музыкант, удостоенный премии Грэмми, и ютуберы Марк и Роксана Хойл, известные как Led Baby, присоединились к борьбе с нищетой и голодом в стране. Они вызвались помочь заполнить коробки с продуктами в штаб-квартире Waveney Food Bank.
Там Ширан рассказал, как началось его сотрудничество со звездами британского шоу талантов X-Factor. Марк и Рокс стали теми факторами хорошего настроения, которые дарят рождественские песни. Но также чрезвычайно важно освещать их вклад в благотворительность и великие дела. Поэтому я написал им в прошлом году, чтобы сказать, что мне это нравится, и я делаю то же самое. А Марк ответил в июне и спросил, не хочу ли я объединиться. И вот мы здесь. Выпустив сингл «I Love Sausage Rolls» «Я люблю рулетики из сосисок» в 2019 году в качестве пародии на песню Алана Меррилла «Я люблю рок-н-ролл», Led Baby возглавил рождественский чарт того же года. После они занимали первые места еще 2 раза подряд. В этом году музыканты претендуют на титул с рождественским хитом «Рулетики из сосисок для всех», в записи которой участвовал также Элтон Джон и 2 детей пары. Led Baby выпустила и акустическую версию трека с участием хора Food Bank и записала ее в церкви королевы Святой Маргариты. Волонтеры этого прихода основали продовольственные банки Норвуда и Брикстона в Южном Лондоне. Все доходы от песен пойдут в фонд Рассела, который помогает бороться с бедностью в Великобритании. Сегодня у католических христиан большой праздник – рождественский сочельник. О других датах и событиях узнаем прямо сейчас. На календаре 24 декабря. Сегодня отмечают День Федерального агентства правительственной связи и информации Российской Федерации, День путешествия по витринам, католический сочельник. С наступлением темноты в домах зажигали лампады. Люди верили, что свет от них отгоняет злых духов. Также в старину в этот день загадывали желания и проводили специальные ритуалы для их осуществления. Молодые девушки делали привороты на парней. Если в этот день белки собираются в одном дупле, то скоро наступят сильные морозы. Состоялся первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». В этот день родились Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, основатель египтологии. Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения. Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества. Эммануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик. Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель. Говард Хьюз-младший, американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер. Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор детективных романов. Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор телевидения, народный артист России. Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России. Дима Билан, российский эстрадный певец, композитор, народный артист Кабардино-Балкарии. Именины сегодня отмечают Ян, Эмиль, Петр, Николай, Лука, Леонтий, Иван, Емельян, Даниил. Травмпункт столицы республики зарегистрировал в этом году свыше 860 укусов собак, в том числе известными или хозяйскими признаны 404 животных, неизвестными или бродячими 458. Антирабическая помощь пострадавшим оказана в 382 случаях. Отмечается, что с 1 января по 23 декабря в Якутске отловили и доставили в пункт передержки 2731 собаку, стерилизовано из них 967, кастрировано 826, вакцинировано от бешенства 2185. На прежнее место обитания были возвращены 1433 собаки, 808 удалось пристроить новым хозяевам, а 88 возвращены нерадивым владельцам. Всего за этот период чипировано 3128 собак. На сегодняшний день в пункте передержки животных содержится 752 особи. Между тем, фонд «Помоги выжить» просит неравнодушных горожан помочь питомцам пункта передержки на улице Очиченко. В такие морозы им необходимы теплые одеяла, корма и новые будки. Фонд «Помоги выжить» увеличил тариф на содержание животных. О том, как пункт передержки работает в новых условиях, о неравнодушных людях, которые помогают животным, в материале Ирины Григорьевой.
Якутск, центральные улицы, свора собак. В столице дворняги живут по своим правилам. Сбиваются в стаи, приватизируют свалки и пустыри. А на этом виде собаки мешают даже прохожим. Однако по этим глазам не скажешь, друг она или враг. В эти дни в антирабическом кабинете не так многолюдно. По данным травматологов, зимой пострадавших от нападения собак не так много. Количество обратившихся увеличивается летом. Но статистика есть. Больше случаев, когда на человека нападает домашний пес. Он социализирован, не боится людей и охраняет свою территорию. Собака укусила, убежала. Кусают хозяйские, конечно, собаки. То есть у них есть что защищать. Кусит всегда домашний пес на самом деле. В пункте передержки находятся те, у кого начиналось по любви, а закончилось с окончанием дачного сезона. Здесь ютятся уже повзрослевшие собаки, подобранные еще щенками на забаву детворе. С окончанием дачного сезона любовь к хвостатым навсегда пропала. И хозяев уже не волнуют бывшие питомцы. И такая история из года в год. В социальных сетях появилась информация о том, что пункт передержки безнадзорных животных начинает отпускать собак. Из-за массового отлова ППЖ Чеченко начал переполняться. Но пока работники приостановили этот процесс, потому что люди начали забирать своих питомцев. Фонд «Помоги выжить» повысил тарифы. Теперь нерадивому хозяину придется выложить 1500 рублей за отлов и транспортировку своего животного, а также доплатить по 350 рублей за каждый день содержания. В мэрии отмечают, такие меры вынужденные и добавляют, рубль должен укрепить ответственное отношение. Но я не за такие взимания денег, да? Для людей это ничего, наверное, не даст. Я также за то, чтобы это были огромные штрафы от правительства за самовыгул, за повторный. Тогда это будет более влиятельно. Эта болезненная проблема, что делать, как решить, давно разделила общество на два лагеря, но семья Медведевых выбрала свой путь. Неравнодушные горожане привезли теплые одеяла, старые вещи, кастрюли и миски. И все для собак. Признаются, это общая проблема. И виноваты прежде всего те, кто приручил, а затем отпустил. Есть агрессивные собаки. На агрессивных, конечно, в первую очередь выезжать, там их забирать, отлавливать, да. Но ни в коем случае не убивать. Всех призываю, приезжайте, помогайте. Еще пока не знаем, что с нее вырастет. Эти щенки ждут своих хозяев. Офис пункта передержки у малышей – единственный ночлег. Отдадим только в добрые руки, говорят специалисты, и разместили их фотографии в Инстаграм. У всех питомцев здесь паспорт, чип, бирка и все прививки. Получила первую вакцину. Вроде бы послушная и поддается, но она домашняя, ее сдали. То есть она лезет на руки, спит на руках. Ей нужен дом, тепло и ласка. Посмотри, кто там. Перед Новым годом в семье Дутовых произошло настоящее чудо. Несколько лет назад они потеряли своего спаниеля Дизеля. Искали питомца через соцсети, через знакомых и даже расклеивали объявления. Спустя 3 года по счастливой случайности увидели на странице у Златы Сычевой объявление о том, что отдается собака взрослая, спаниель. Мы решили посмотреть, позвонить этой женщине. Эту трагическую историю возвращения до сих пор вспоминают со слезами на глазах. Особенно расставание отразилось на питомце. Спаниель от них не отходит и всегда хочет быть рядом, с теми, кого он больше всех любит. Если приютил, то должен относиться к животному нормально, а не бросать ее. Семье Дутовых повезло. Благодаря неравнодушным людям они нашли свою собаку. Однако это исключение из правил. Большинство домашних питомцев остаются на улице. Ирина Григорьева, Григорий Охлопов, Якутск. Театральная новинка для детей состоится в следующий понедельник, 27 декабря, в Государственном театре оперы и балета. Там пройдет предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова. Этот вечер станет эксклюзивным новогодним подарком детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. А в Нерюнгринском театре кукол состоялась премьера новогодней сказки «12 месяцев». Режиссер Александр Иванов хоть и сохранил основную сюжетную линию, но все же по-своему оживил сказку, добавив неожиданные решения.
Атмосфера этой волшебной истории создается необычными декорациями пейзажей зимнего леса, который чудесным образом превращается в благоухающую весеннюю поляну. Дворец меняет интерьер скромной избы, а дворцовые указы герои узнают через гаджеты. Яркие костюмы персонажей и, конечно, песни и танцы в разных стилях придают сказке динамики и экстравагантности. Касаемо самой сказки, она очень интересная, актерами очень хорошо сыграна, антураж свой она передает. Очень захватывает дух, просто сидишь и вот так вот хочется смотреть и смотреть, еще раз пересматривать. Мне понравилась эта сказка, она очень интересная, молодежная, даже были какие-то нотки из игры, из разных игр. Мне она очень понравилась, она энергичная, хорошая, очень похожа на игру Brawl Stars, честно. Рад, что в нашем городе есть такой театр, где можно провести хорошо время с ребенком и даже самому взрослому. Очень было интересно. Спасибо вам большое. Со сцены ребятам предлагается интерактив, в котором можно танцевать, не покидая свои места, смеяться от души и радоваться вместе с героями. В финале зрителей поздравляют Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – тигренок. Постановка «12 месяцев» будет идти до конца года. А с первых чисел 2022 года театр предлагает разнообразие спектаклей, уже полюбившихся сказок из репертуара прошлых лет. Мы начинаем новогодний марафон, где наши зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Морозко», «Снежная королева», «Маша в гостях у медведя» и «Случай новогоднюю ночь». Эти спектакли у нас объединены все новогодней тематикой. И мне кажется, нашим зрителям будет интересно вновь и вновь оказаться в наших гостях и посмотреть наши удивительные сказки. В этом году посещение театра возможно только неорганизованными группами. Показы проходят на свободного зрителя. То есть каждый родитель самостоятельно принимает решение привести ребенка. Но это не отразилось на количестве зрителей, желающих подарить праздничное настроение своему малышу. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. На большой части Краснодарского края выпал первый снег в этом сезоне. В краевой столице температура воздуха опустилась до -5 градусов. Прогнозируют снижение еще на несколько градусов. Жители Сочи переживают за свои сады и приусадебные участки. Но большинство сочинцев снегу перед Новым годом рады. Вообще супер. Такое достаточно очень редкое явление за все время, чтобы снег выпал и лежал. Это такое бывает раз в 7-10 лет. Вот. И то, что сейчас выпал снег, плюс такая погода шикарная, это прям такой подарок к Новому году. А теперь о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег и -35, ближе к ночи ожидаются -34. Порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В Нерюнгри -33, давление составляет 709 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит -30 градусов. В Ленске сегодня -29, к ночи температура воздуха опустится до -23 градусов, ветер до 11 метров в секунду. В Мирном -23, давление составляет 750 миллиметров ртутного столба, ветер до 8 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем -42 градуса, ближайшей ночью -45, ветер от 1 до 4 метров в секунду, давление составляет 771 миллиметр ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше новостей на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До встречи в эфире.